Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего нового знакомого. Либо мужчину, с кем вы общаетесь. Тема звучит так. Что он о вас думает, что он к вам чувствует и чего на самом деле он от вас хочет. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на своего знакомого, приятеля, нового поклонника и давайте его просканируем. Так, я думаю, что все уже настроились, все уже загадали. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть Так, интересный человек, очень артистичный, очень талантливый человек. У него есть какие-то серьезные задатки. Он либо музыкой увлекается, либо каким-то, не знаю, танцы, спорт. В чем-то он очень талантлив. В чем-то талантлив. Руки у него с правильного места растут. Правда, немножечко ленивый. Вот показали ленивым. Вот если бы он больше усилий прилагал, он бы сейчас намного большего в жизни добился. Вот такой вот он у вас. Может быть, стимула не было. Знаете, как с такой сильной мотивацией не было. Любит удовольствие, любит себя побаловать. Кстати, редко себя в чем отказывает. Да, может даже на последние погулять. Достаточно щедрый. Но не то, чтобы прям берите все, что есть, но щедрый человек. Вот кого он любит, кому он хорошо относится, вот он ничего не пожалеет для такого человека. В семье. Но я не вижу у него семьи. Либо у него была семья, и он разведен, либо он жил с родителями, да? Какое-то, кстати, долгое время. Он очень заботливый. Он умеет заботиться, он понимает, разбирается, вернее, да, в каких-то бытовых вопросах. То есть может приготовить, может постирать, погладить, может поубираться, может. Кстати, он любит, когда чисто, он любит, когда порядок. Не то чтобы он педант, но он стремится вот именно к красоте, к гармоничности и к чистоте. Так, за собой ухаживает. Да, это важная часть его жизни, уход за собой. Девочки, он что-то себе делал, либо будет делать. Я имею в виду какие-то косметические процедуры. Либо хотел бы сделать, может быть, очень хотел, вот сейчас думает об этом, ухаживает, за собой ухаживает, такой, знаете, может и в зеркало посмотреться, и что-то поковыряться, и волосы лишние поубирать. Да, чистоплотный мужчина. По поводу вредных привычек, я так скажу, не злоупотребляет. Хотя у кого-то отыграется, что мужчина курит, но либо он бросать хотел бы, либо он бросит в ближайшее время. Вот. Больше, как знаете, на здоровье сейчас ориентируется. Конечно, такую прекрасную девушку себе нашел. Почему бы на здоровье не ориентироваться? Знаете, вам нужен сильный мужчина, здоровый мужчина. Вот. И ему хотелось бы, конечно, угодить вам, либо соответствовать всем вашим требованиям и критериям. Так, что еще про него могу сказать? Он не карьерист, но все-таки хочется чего-то в жизни добиться. На работе его любят, на работе его ценят. Если он даже каким-то своим делом занимается, но оно какое-то сейчас такое, либо сырое, либо только развивающееся. Еще нужно какие-то усилия ему будет прилагать. Но если его правильно мотивировать и стимулировать, девочки, добьется очень многого. Так, его отношение к вам. Во-первых, вы для него небожитель. Вот такая, знаете, женщина-богиня. Вот с первого взгляда
он в вас что-то уникальное рассмотрел. То есть что-то есть в вас, что отличает вас от других женщин. И он это видит. Он это видит, он это увидел сразу, и именно на это он пошел, да, на вот эту вашу уникальность. Вот этим вы его зацепили. Вы для него очень интересный собеседник. Вы очень легкая, и вот с вами он как бы может расслабиться, даже довериться в какой-то части. Кстати, он очень много вам правды о себе рассказал. Вот именно вам. Еще, знаете, сам подумал, вот как так, да? Не успел познакомиться, а уже все про себя рассказал. Другим он не рассказывает. Нет, поверьте, это только вам он рассказал. Вы, кстати, располагаете, вы умеете расположить человека к себе. Что его настораживает в вас? Ну, мало информации о вас. Плюс вы такая вот независимая, самостоятельная. Ему иногда кажется, что вам и не нужен вовсе мужчина, что вы и сами неплохо живете. Ему почему-то кажется, что у вас завышенные требования к спутнику жизни, и что нужно действительно пятую точку немножко порвать, да, чтобы к вам приблизиться, либо быть рядом с вами, чтобы вы допустили, чтобы быть рядом с вами. Не знаю. Ему кажется, что вы очень переборчивая женщина, что вы, кстати, можете быть очень строгой, что-то он увидел в ваших глазах. Смотрите, как вы его, с одной стороны, пугаете, да, своей вот этой недоступностью и холодностью, а с другой стороны, распаляете в нем вот этот инстинкт охотника. Да, хочется вас добиться, хочется именно вас заполучить. Да, он принял эту игру, и эта игра ему очень нравится. Так. По чувствам, девочки, ну, чувства здесь прекрасные. Это влюбленность, это желание вас узнавать, желание проводить с вами время, узнать, чем вы живете, чем вы дышите, ваши там тайные секретики. Вы для него, конечно, книга закрытая, но книга с невероятно привлекательной, ну, не знаю, обложкой, да, либо преамбулой. Вот хочется вас читать, хочется узнать вас целиком и полностью. Покорили вы этого мужчину, покорили, и я бы даже сказала, у кого-то отыграется, что заякорили. Вот он из-за вас вот в чем-то перестроился, в чем-то поменялся. Либо вы в нем пробудили желание быть другим. Но опять же таки, да, у кого курит, из-за вас бросит, да, чтобы вам, например, приятнее было, да, либо чтобы действительно там здоровье сохранить. Так, пока это влюбленность, пока это прекрасные яркие чувства, но я так понимаю, что это все будет развиваться. Если вы точку не поставите, то будет развиваться. У него на вас планы, ну, просто невероятные, вот такие вот прям обширные, глобальные, я бы даже сказала. Вот он даже с кем-то говорит, может быть, там с приятелями, с друзьями, и говорит, вот я свою женщину повстречал, я свою женщину нашел. Знаете, если у вас даже вдруг по какой-то причине не получится, он будет искать женщин, похожих на вас. Вы для него какой-то вот ориентир, либо идеал, да, к которому нужно стремиться. Так. Почему-то ему кажется, что вы очень осторожны, и он предполагает, что у вас какое-то тяжелое прошлое было, то есть какие-то тяжелые отношения были, и вы до сих пор либо не простили того человека, либо не залечили свои раны. Вот это его смущает. Смущает, что он думает, о, это мне так тяжело придется, это ж я буду отдуваться из-за того мужика, из-за себя. Вот. Хотелось бы, может быть, действительно больше информации иметь о вас. Не исключено, что этот мужчина будет с кем-то из вашего окружения о вас говорить. Да, спрашивать, что там было, как там было, с кем у вас было. Ну и также, что вы любите, что вам нравится. Если вы обменялись социальными сетями, поверьте, он не вылазит из ваших социальных сетей. И, скорее всего, какую-то вашу фоточку себе сохранил, либо распечатал даже. Вот, любуется на ваши фоточки. Так, в интимном плане, ну, очень хочется.
Очень вас хочется, но этот мужчина, он не будет форсировать события. Если у вас еще не было, он будет ждать, терпеть, пока вот такой случай не предоставится, да, пока вы не дойдете до таких отношений, когда интим происходит. Если у вас уже было, но он, конечно, потрясен. Я не могу сказать, что он там девственник и что у него других женщин не было, они были, но то, что произошло между вами, это что-то невероятное, это как космос, понимаете? Вот он это так ощутил. Кстати, немножечко напугался, потому что в какой-то момент потерял над собой контроль. Вот. А теперь и думает, а что это было? Ой, а это ж так было прекрасно. Ой, а еще. Но настаивать он не будет, потому что боится вас спугнуть. Так, что ему нужно от вас? Я так, девочки, скажу. Он вас рассматривает в качестве будущей жены, очень рассматривает, но боится, что вы не рассматриваете его в качестве будущего мужа. Что ему нужно? Так это узнать вас получше. Вот на сегодняшний день нужно узнать вас получше. Как говорится, копнуть поглубже. Информация какая-то, прям совсем ни о чем, и она либо дозированная, либо, очень ограниченная. Вот, не хватает. Вы тогда либо побольше о себе рассказываете, либо попросите кого-нибудь из ваших, например, подруг, чтобы ему о вас рассказали. Вот, поверьте, это даст положительный эффект, положительный результат. Сейчас у мужчины какие-то планы с вами куда-то съездить, именно съездить. Ему хочется вырвать вас из привычной среды. Допустим, да, вы выезжаете за город, либо какую-нибудь там, не знаю, поездку с ним поедете. Вот, и посмотреть, какая вы, скажем так, в непривычных, нестандартных обстоятельствах. Вот. Кстати, у кого-то отыграется, что мужчина хотел бы вам немножечко как пыль в глаза опустить, да? Чем-то удивить, чем-то порадовать, чтобы вы прямо ему восхитились. Очень хочется. Хвастунишка у кого-то, да. Так, еще чего он хочет от вас? Хочет, чтобы вы ему доверяли. Хочет, чтобы вы ему доверяли, и хочет более какого-то, не знаю, душевного, что ли, контакта. Почему-то он все время видит вас напряженной. Я не знаю, ему кажется, либо вы действительно такая напряженная. Хочется вас расслабить. Вот что ему хочется. Девочки, планы у него хорошие, мысли по отношению к вам хорошие. Вот из того, что вижу я, этот мужчина, он вас просто так не отпустит. Да? Вы ему очень понравились, и вы у него уже в сердце и в душе. Если ничего прям такого сверхъестественного не случится, то этот мужчинка будет за вами ухаживать и будет вас добиваться. Именно так и идет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.